Пейзажи, натюрморты, портреты, абстракции, работы самых разных жанров Лиды Оздоевой из рыбьей кожи долго не отпускают зрителей. Необычные, яркие по своей фактуре, через них посетители раскрывают удивительный многогранный мир, создаваемый талантливой мастерицей. Она преподносит свой внутренний мир через призму вот этих картин, которые мы с вами видим. У нее очень интересные работы. Внутренний мир человека, у художника он особенный. Поэтому, видите, на ее работах, то есть в ее работах это очень хорошо показано. Она может сочетать в своих работах абсолютно разные жанры. Это может быть там портреты, пейзажи, какая-то абстракция там, в стиле там Сальвадора Дали. Удивительно, что она может одинаково все хорошо делать. И выставка получилась потрясающая. Работы Лиды Оздоевой без преувеличения можно назвать уникальными. Работать с таким сложным материалом, как рыбья кожа, подвластна не каждому мастеру. Но ее творение радует ценителей прекрасного как в стране, так и за ее пределами. А сегодняшняя первая персональная выставка в стенах Ингушского музея для нее особенная. Мне очень приятно, что столько внимания, столько гостей. И плюс ко всему, здесь мои одноклассницы, здесь мои друзья. Есть люди, которых я давно не видела. И я сегодня смотрю на свои работы их глазами. На выставке представлено более 100 предметов, предметы декоративно-прикладного искусства. Это картины, написанные, созданные в технике коллаж из рыбьей кожи. В основном здесь материал, который использует Лида, это кожа семги. И это уникальность этого мастера в том, что это единственный мастер, который делает работы свои из такого необычного материала кожи кальмара. Первое знакомство с рыбьей кожей у художницы состоялось 9 лет назад на производственной фабрике в Назрани, где разработали и одним из первых внедрили уникальную технологию промышленной обработки кожи. Чаще всего для создания своих картин мастер использует кожу семги или кальмара. На создание одной такой уходит не так много времени, как в работе с красками. Если я знаю, что это срочно, я очень быстро делаю. Если какой-то порыв, как у Ван Гога, то это очень быстро прям. А бывает, когда просто ты начал работать, и тебе хочется быстрее дойти до того момента, когда ты можешь увидеть и порадоваться. Вот поэтому я просто не отхожу от работы. Впрочем, здесь представлены и другие ее работы. Это и величественные башни в миниатюре, декоративные светильники, куклы. С недавних пор Лида Оздоева начала работать художником-иллюстратором. Один из почетных гостей выставки, Исаак Адзоев, оценил талантливого мастера, когда она подготовила иллюстрации к 2 ее книгам. شغلت أبستراكشن تيرو على متيال أسنى حياتي ويغلغي ومني ويغلغي إذا نيجتي ويغلغي سلومي إز أبستراكشن يوم على متيال وارد إشد أخر سخان ليدا سجان قربوا يلش حدوا أكثر. Абстрактные картины цепляют взгляд всех в зале. Это пришлось по душе и Марем Оздоевой. Девушке, будучи художником, интересно взглянуть на работы опытного мастера. Я не пожалела, что пришла на эту выставку, потому что это невероятный опыт для меня, и это невероятно красивые работы. Эта картина более или менее описывает мой жанр, а я рисую в жанре экспрессионизм и сюрреализм. Мы видим абстракцию, то есть в данной работе описан и собран весь быт, весь менталитет ингушской жизни. Каждая из картин – это особый мир художника. Открыть его через призму удивительных работ может для себя любой посетитель. А Лида Оздоева намерена и дальше радовать новыми своими творениями ценителей ее творчества. А их с каждым днем все больше. Дана Плеева, Магомед Даскиев, Новости 24.